Главные события уходящего понедельника, 12 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. В Якутии предупредили о возможных подтоплениях 4 сел. С 10 мая началось вскрытие реки Алекмы. Волна ледохода движется в сторону Лены. Узнаем актуальную паводковую обстановку. Запах, цвет, наличие паразитов и вирусов. Расскажем, какие еще критерии проходит вода в период паводка, прежде чем попасть в трубы и краны горожан. Герой России Игорь Юргин возглавит департамент Минпросвещения страны с осени прошлого года. Он исполнял обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Вернулись с победой. В Якутск прилетели триумфаторы всероссийского музыкального конкурса «Кубок Сталинграда», детский духовой оркестр Высшей школы музыки. На главной выставочной площадке страны ВДНХ 9 мая открылся летний сезон мастер-классов по масс-рестлингу. Узнаем подробности. В Якутии предупредили о возможных подтоплениях 4 сел. С 10 мая началось вскрытие реки Алекмы. Волна ледохода движется в сторону Лены. Возможен подъем уровня воды до критических отметок в селе Троицк Алекминского района. С 12 мая осуществляется выход волны вскрытия реки Алдан на реку Лену. При возникновении заторов и подпорного явления в нижнем течении реки вода может выйти на пойму, создавая угрозу подтопления сел Черектей и Дыгдал Усянского района, а также Сыаганахского Намского района. Ледоход в Ленском районе проходит без осложнений. В городе подвижки наблюдаются в течение 2 дней. Затем ледоход останавливается из-за недостаточного количества воды и низких температур воздуха. Ленчане с содроганием сердца ждали и наблюдали за состоянием реки с набережной, но ледоход начался ночью. К удивлению горожан, сегодня утром река была уже чистой. В этом году паводок прошел раньше многолетних значений на несколько дней. Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Ленского района. Нижняя кромка отмечается в районе села Южная Нюя, верхняя кромка 20 километров выше города Ленска. На сегодняшний день ледоход на реке Лена разделился на 2 участка. Первое на территории Ленского района, второй участок на территории Алекминского района, нижняя кромка которого находится ниже села Солянка, верхняя кромка у населенного пункта Пермь-Ректяинск. Уровни воды при вскрытии в пределах нормы. Отмечается густой ледоход. За прохождением паводка в республике следят из земли, из воздуха и даже из лабораторий. Последнее не случайно, ведь в период половодья может сильно ухудшиться качество воды в трубах и кранах горожан. Даяна Федорова о том, как в столице поддерживают состояние воды, без которой, как известно, никуда. Водоканал усилил работы. Здесь все фильтры круглосуточно работают без остановок. Чтобы вода дошла до потребителя чистой, она преодолевает большой путь. Все начинается с насоса, который направляет ее на станции водоочистки. Очищенная вода поступает в фильтры, затем отправляется на обеззараживание. В период паводка предприятие переходит на режим повышенной ответственности. Технологи круглосуточно следят за очисткой и качеством питьевой воды. При ухудшении качества воды вносятся изменения в технологический процесс, чтобы добиться качественной воды для потребителя. Воду проверяют на качество не только на водозаборе. Пробы с разных районов республики проверяют и специалисты Роспотребнадзора. Сотрудники санитарно-гигиенической лаборатории, где проводит свои рабочие дни Анастасия Гуляева, занимаются проведением анализов проб воды. В нашу лабораторию проба воды поступает кодированной, обычно на такие показатели, как цветность, мутность, запах, водородный показатель, жесткость, железоокисляемость и так далее. В лаборатории пробы проходят через ряд анализов, включая специальное оборудование спектрофотометр. В специальную емкость загружается проба, затем загружается в оборудование и определяется показатель. И это лишь малая часть. Каждый день в лабораторию привозят десятки проб. Во время паводка их число увеличивается, что позволяет оперативно реагировать на изменения качества воды. По цветности вода выходит за 70 градусов
при нормативе не более 20, это исходная вода. После очистки уже, когда подается данная вода в сеть питьевая, она уже соответствует требованиям гигиенических нормативов. До окончания ледохода Роспотребнадзор будет проводить ежедневный отбор. Несмотря на то, что вода проходит несколько ступеней очистки, специалисты все же рекомендуют пить бутылированную или кипяченую воду. Улучшение качества воды ожидается в июне. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Этим летом жители Якутии ожидают очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля они вырастут в среднем на 13%. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по ценовой политике республики Николай Бочков. Основными причинами ежегодного повышения стали удорожание топлива и рост расходов организаций. За последние 5 лет уголь и нефть подорожали в 2 раза, газ на 50%, а затраты на зарплаты выросли на 75%. При этом самую большую долю расходов сегодня занимают затраты на топливо. Например, доставка угля в отдаленные районы Якутии иногда занимает 2 года, что увеличивает логистические издержки. Уже со вторника автобусный маршрут номер 14 в столице будет курсировать по проспекту Ленина, временно исключая заезд на улицу Хабарова. Об этом сообщили в окружной администрации. Решение принято в связи с проводимыми дорожными и ремонтными работами на улице Хабарова, а также с целью соблюдения установленного интервала движения общественного транспорта. Сезон весенне-полевых работ в самом разгаре. До конца мая по всей Якутии будут посажены больше 4000 тонн семян. О тонкостях агрономического труда расскажет Аржена Гармаева. Работа в крестьянском хозяйстве не кипит с самого утра. Юлия на ногах с 7 часов. В теплице ее ждут цветы, помидоры, огурцы и капуста. Здесь трудится целый семейный подряд. Супруги Юлия и Алексей и их сыновья. Хлопот достаточно. За 15 теплицами и полями площадью 42 гектара нужен постоянный присмотр. Работы, конечно, много. Расстановка. То есть начинаем со стаканов, потом идет пикировка. То есть это все перебирается постоянно, местами меняется. За сезон мы каждый стаканчик, наверное, раз 10 подвинем, переставим. Посмотрим, что ему не хватает. Потому что обязательно надо кормить. Это как человек, наверное, без витаминов, он тоже будет вялый, чахлый. Сельским хозяйством Юлия занимается почти 30 лет. Она признается, поначалу большого желания работать на земле не было, но сейчас это дело ее жизни. Люди уже привыкли, то есть постоянно приезжают за этой красотой, заказы, то есть благодарим. Мы тоже полюбили вот эту вот работу, все, то есть вот эту всю красоту. Всего же в Якутии до конца сезона засеет 51 тысячу гектаров, на 2000 больше, чем в прошлом году. На полях республики будут расти зерновые и кормовые культуры, картофель и другие овощи. На сегодняшний день начались работы по закрытию влаги, это на пахотных угодьях. Где-то на 7 мая по оперативным данным составило 1500 гектаров. В прошлом году закрытие влаги мы провели где-то в объеме около 10 тысяч гектаров, поэтому в этом году тоже цифра будет не менее этого. На поддержку производства в бюджете республики предусмотрено 259 миллионов рублей. По указу главы региона к 2030 году площадь пашин планируется увеличить до 70 тысяч гектаров. Аржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Герой России Игорь Юргин, исполняющий с сентября прошлого года обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, возглавит ключевой департамент в Министерстве просвещения Российской Федерации. Во время визита в Якутию министр просвещения России Сергей Кравцов предложил ему возглавить один из ключевых департаментов, отвечающих за воспитательную политику. При этом министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Петр Шамаев, который в сентябре 2024 года заключил контракт на военную службу в зоне специальной военной операции, вернется к своим обязанностям. В Донецкой Народной Республике бригада врачей Якутской офтальмологической больницы провела 419 операций по удалению катаракты. Самому старшему пациенту было 87 лет. Как отмечает главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, очереди на прием остаются стабильными, и люди могут рассчитывать на своевременное получение медицинской помощи.
Напомню, в 2023 году в городе Кировское в ДНР открыли филиал глазной больницы. Якутские медики проводят местным врачам мастер-классы, оперируют больных с катарактой, а также проводят лазерные операции пациентам с глаукомой и диабетической ретинопатией. Ежегодно в мединституте Северо-Восточного федерального университета обучается более 2500 специалистов в сфере здравоохранения. Подготовка ведется по 6 образовательным программам. Как проходит обучение и самое главное, когда ждать новое здание мединститута, знает Вероника Таюрская. Якутия в лидерах по обеспеченности врачами на 10 тысяч человек. В республике этот показатель достигает отметки в 53,38. Заслуга в том числе и Северо-Восточного федерального университета, который готовит специалистов всех уровней в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Поступил после школы, я сюда целенаправленно. Медицина мне показалась очень, стабильной. И решил все-таки сюда поступать. Я хочу поработать терапевтом в поликлинике, какое-то время получить опыт, а потом я, даже не знаю, стать узкоспециализированным, например, кардиологом или ортопедом, или куда-то более высоко, на это посмотрим. На сегодняшний день в системе здравоохранения работает более 5000 врачей, свыше 11 тысяч средних и порядка 3500 младших медицинских работников. Укомплектованность врачами составляет 78,5%, средним медперсоналом 92%, младшим 95,1%. При этом в отдаленных населенных пунктах этот процент ниже из-за привлечения специалистов в республиканские и центральные районные больницы. В этом году произошло повышение контрольных цифр приема на медицинские специальности. Однако большинство мест, которые выделяются на обучение, они подпадают под целевую контрактную подготовку. В связи с тем, что нехватка медицинских кадров как в России, так и в нашей республике, она ощущается достаточно остро. В рамках мастер-плана Якутска, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, планируется возведение нового учебно-лабораторного корпуса медицинского института СВФУ, в котором будут обучаться студенты специалитета и ординатуры. В данный момент ведется проектно-сметная документация. В новом здании предусмотрены практически все необходимые помещения, в том числе виварий, как вы сказали, наш анатомический корпус вместе с музеем, очень популярным среди населения школьников. Конечно, и все лаборатории, которые будут помогать нам в учебе. В Якутии медицинские кадры готовят в Алданском, Нерюнгринском и Якутском медколледжах, Шатайском техникуме, а также в мединституте СВФУ. Студенты последнего, к слову, в будущем обзаведутся новым домом. Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медсестры. Без их знаний и навыков лечебный процесс немыслим. Главным же качеством является человечность. В этом убеждена главная медсестра Алданской ЦРБ Лидия Соколова. В учреждениях больницы сегодня работают более 600 медсестер. О принципах и традициях коллектива Лидия Петровна рассказала нашим коллегам. В кабинете главной медсестры Алданской ЦРБ Лидии Соколовой идет пятиминутка. Эта встреча не носит плановый характер. Просто ряд вопросов со старшими медсестрами некоторых отделений нужно обсудить срочно. В течение рабочего дня таких мини-совещаний бывает несколько. Работаем ежедневно, сталкиваемся по работе, обсуждаем все вопросы, рабочие моменты. В должности главной медсестры Лидия Соколова состоит уже 18 лет, а всего медицине она отдала без малого полвека. Причем студенткой медицинского училища она стала неожиданно даже для себя, находясь в Алдане проездом из Якутска в село Якакут. Мы остановились на остановке доехать до Алдана, и вдруг по радио слышим, Алданское медицинское училище набирает на курсы медицинской сестры. Без документов пришла я в медучилище, там была, опять же, замечательный наставник, человек Гладилова Валентина Ивановна. Мое поколение, конечно, ее хорошо помнит.
И она, вы представляете, она меня просто без документов, без оформления, она сказала: все, ты будешь у меня учиться. До того, как заступить в нынешнюю должность, Лидия Петровна 1,5 десятка лет являлась дублером главной медсестры, а профессиональную деятельность она начинала в педиатрическом отделении. Сразу же я попала в палату новорожденных. Это второй этап выхаживания недоношенных детей, глубокой недоношенности. В 1989 году я перешла в детскую городскую поликлинику, работала в кабинете, при иммунологическом кабинете. В 2007 году меня уже Борис Николаевич Калимуллин назначил на должность главной медсестры. Организация рабочего процесса в сестринских коллективах, ведение документации, вопросы снабжения, взаимодействие как с руководством больницы, так и с рядом других структур, круг обязанностей главной медсестры оказался весьма обширным. К тому же в нюансы некоторых направлений Лидии Петровне еще предстояло вникнуть. Приходилось работать, честное слово, до 12 ночи, потом на скорой помощи, которая дежурила по приемному покою, увозили меня домой. В учреждении Алданской ЦРБ работают более 600 медицинских сестер. Сестринский коллектив отличается стабильностью и сплоченностью. Также медработники принимают непосредственное участие в подготовке молодой смены. Больница тесно сотрудничает с медицинским колледжем. Большинство выпускников впоследствии трудоустраиваются в Алданскую ЦРБ. Вы знаете, как-то у нас с медколледжем, так как мы являемся базой медколледжа, мы как-то очень сплоченно работаем. Вот на сегодняшний день у нас находятся на производственной практике студенты Алданского медколледжа различных курсов. Главным профессиональным качеством Лидия Петровна называет человечность. Медицина развивается быстро, в практику активно внедряются нанотехнологии, но никакими кнопками невозможно задать команду на чуткость, милосердие и заботу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии уже с 15 мая начнется запись в летние лагеря для детей-участников специальной военной операции. Родители смогут подать заявление через портал госуслуг и очно в выбранных лагерях. В этом году на территории региона будет организован летний отдых для 5529 детей-участников СВО. Из них 560 детей проведут смены в лагерях Приморского края, а 200 детей смогут отдохнуть в государственных лагерях, таких как Энергетик, Кескил и Сосновый Бор. Также 1973 ребенка получат возможность провести время в муниципальных лагерях, выбранных при этом родителями. Больше $1 миллион рублей получил Музей фольклора и музыки по нацпроекту «Семья». Фонд пополнился новым оборудованием от стеллажей и полок для хранения материалов до конференц-связи для телемостов. Экспозиция музея стала зрелищнее благодаря современной интерактивной доске и манекенам с национальными костюмами народов Севера. Напомню, нацпроект «Семья» стартовал в 2025 году. По направлению проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в Якутии запланировано создание модельных библиотек, оснащение детских школ искусств и капитальный ремонт зданий. Мы выиграли 1 148 000, и благодаря этой сумме мы приобрели очень много оборудования, которое мы мечтали очень давно. И, конечно, это мы не для себя, а для наших любимых посетителей. И самая первая наша заветная мечта была – это интерактивная панель, огромная интерактивная панель, которая может перемещаться между залами. Вернулись с победой. В Якутск прилетели триумфаторы всероссийского музыкального конкурса «Кубок Сталинграда», детский духовой оркестр Высшей школы музыки. Фестиваль приурочили 80-летию Великой Победы, а прошел он в городе-герое Волгограде. О том, как у юных музыкантов проходит подготовка к масштабным выступлениям, расскажет моя коллега Сарглана Неустроева. Будни студентов Высшей школы музыки ровно такие, какими их можно представить. До обеда основная школьная программа, а после – репетиции. И даже у себя в комнатах общежития музыканты то и дело практикуются. Ближе к выступлениям и вовсе подготовка проходит в разы усерднее. В первую очередь у нас учащаются репетиции, добавляются дополнительные часы. Иногда мы занимаемся в администрации, иногда занимаемся в школе. У нас еще был плац-номер, плац-концерт конкурсный. Там мы репетировали уже на улице. А так как у нас территория школы большая, у нас была на то возможность.
Такое усердие не могло не дать плоды. В финале конкурса «Кубок Сталинграда» наш оркестр обошел 54 лучших коллектива страны из 28 регионов и завоевал первое место. И это несмотря на колоссальное давление. Все-таки в год 80-летия Победы город-герой Волгоград практически стал местом паломничества тысяч россиян. Выступать перед такой внушительной аудиторией – большая ответственность. Нагрузка большая. Но дети наши собрались, очень такие мобильные, вот, и условия были хорошие, мы успевали даже отдыхать. Там нужно было играть какие-то фантазии на тему военных песен. Обязательно можно играть какую-то классику, вот, и вот мы соответствовали по таким параметрам. Коллектив оркестра объединяет 30 талантливых музыкантов разных возрастов. А появился он еще на заре становления Высшей школы музыки в 1994 году. И за это время оркестр, как и школа в целом, проявили себя как настоящий центр воспитания лучших молодых музыкантов не только республики. Достаточно сказать о том, что на конкурсе «Кубок Сталинграда» ребята были единственными представителями всего Дальнего Востока. Скоро у нас летом будет международный конкурс «Симфония добра». Сюда будет стечение всех музыкантов по всем направленностям, по всей специальности. И думаю, что наша школа, Высшая школа музыки, является одним из центров Дальнего Востока. А у самих оркестрантов впереди самый ответственный эпизод жизни – выпускные экзамены. В следующем году оркестр предстанет уже в обновленном составе, а его звездочки начнут покорять другие, вполне возможно, международные сцены. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. На главной выставочной площадке страны ВДНХ 9 мая открылся летний сезон мастер-классов по масс-рестлингу. Для любителей и поклонников этого вида единоборств, родиной которого является Якутия, каждые 2 недели будут проводиться открытые тренировки в ландшафтном парке у павильона 574. Прийти на занятия сможет любой желающий. В этот же день состоялось и подписание соглашения о сотрудничестве между ВДНХ и Федерацией масс-рестлинга города Москвы. Открытый городской турнир «Вперед за победу». Абсолютным победителем первенства Москвы стал Константин Курдюков. Серебро и бронзу завоевали Владимир Мироненко и Дмитрий Чернов. Соревнования по масс-рестлингу, посвященные 80-летию Великой Победы, открывают летний спортивный сезон на территории ВДНХ. В июле уже здесь пройдет фестиваль национальных видов спорта, а в сентябре – Кубок Москвы по масс-рестлингу. Мы сегодня подписали соглашение с отделом спорта ВДНХ о том, что мы все лето до конца, до сентября, до 11 числа, каждые 2 недели у павильона 547, зона отдыха возле прудов, каждую субботу с 12 до 14:00 будет проходить мастер-классы, которые будет вести тренер, наш тренер Московской Федерации, мастер спорта России Амаль Сафаров. Ну а тем временем в Кувейте в эти дни проходит 45-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии под лозунгом «Одна Азия». Мероприятие объединило руководителей национальных олимпийских комитетов 45 стран Азии, а также деятелей мирового спорта. В работе ассамблеи принимает участие президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов. В течение 2 дней участники будут обсуждать ключевые вопросы развития олимпийского движения в Азии. Особое внимание уделят поддержке молодых спортсменов и развитию детского спорта в азиатском регионе. Участие делегации комитета в ассамблее подчеркивает важность проектов Международного комитета «Дети Азии» в развитии спортивного потенциала молодежи и укреплении международных спортивных связей. Также в штаб-квартире Олимпийского совета Азии успешно прошла образовательная программа «Путь к Олимпу», в которой приняли участие юные спортсмены Кувейта. Как отметил Владимир Максимов, проект «Путь к Олимпу» – это не просто образовательная программа, а важный шаг в формировании будущего спорта. В ходе проекта прошла работа 3 блоков – олимпийский урок, чистый спорт и спортивная психология. Помимо этого состоялся и мастер-класс по дзюдо, который провел известный спортсмен, выпускник игр «Дети Азии», чемпион мира по дзюдо Максим Раков. Мероприятие собрало юных любителей единоборств, чтобы познакомиться с техникой и философией дзюдо от чемпиона. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.